Elvira Gibon, onekite la tomakera, paralimne kite, gersilakaz eleas sibus, otson en agonies vitali. Я ученик Сократа. Меня зовут Платон. Я немного знаю о жизни своего учителя, но больше о его суждениях и мыслях. Сократ родился в Афинах при архонте Апсифионе в 4-й год 77-й Олимпиады. Скончался он в первый год 95-й Олимпиаде в возрасте 70 лет, в год архонта Аристократа. Не знаю, кто он был по профессии, он никогда не говорил об этом. Я слышал от некоторых людей, что он помогал отцу и был скульптором, но это было не для него. Сократ стал слушателем Анаксагора. Он ходил по городу и проповедовал свои идеи на площадях. Первое его выступление относится ко времени великого и мудрого Перикла. Сократ любил вести беседы о смысле жизни, о сущности знания. Он и изобрел особый вид беседы, который теперь называют сократовской. Суть ее в том, что каждый вопрос разделялся на несколько мелких так, чтобы на них можно было ответить либо да, либо нет. Сократ строил свою беседу так, что в конце концов доказывал своему собеседнику, что тот ничего не знает. Но делал он не для того, чтобы унизить и посмеяться над ним, ведь он сам говорил про себя: «Я знаю только то, что ничего не знаю». И добавлял, что первым шагом познания мира является познание самого себя. Сократ был и есть сторонником афинской демократии, но критиковал его. Не за это ли теперь его судят? Древние Афины – огромный город. В нем во времена Сократа проживало 150 тысяч человек. Шел 399 год, год, получивший название по имени архонта эпонима Аристократа. Месяц Афисторион – цветущий, так называли греки май. Афины переживали последствия долгой войны со Спартой. В 415 и 405 годах до нашей эры дважды Афины теряли свой флот по 170 кораблей. После капитуляции в 404 году до нашей эры к власти при поддержке спартанцев пришло правительство аристократии во главе с Критием. В 403 году до нашей эры это правительство 30 тиранов было низвергнуто и восстановлены демократические порядки. Но после войны в Афинах осталась пустая казна и потухшая торговля. В обществе начался разгул восточных культов со сборищами и оргиями молодых. Как же случилось так, что при отцах и дедах Афины были самым красивым городом Эллады, а теперь оказались на краю гибели? Всего прошло 5 лет, как закончилась война со Спартой. Я работаю день и ночь, а дети мои голодают. О, боги Афин, услышьте наши мольбы и просьбы. Хлеба не хватает, а маслины не насыщают мою семью. Может быть, Фиоре смягчит гнев Аполлона, и боги смилуются? Ежегодно в мае месяце отправляли афиняне из Пирея корабль с Фиорией, то есть посольством, на остров Делос, к святилищу и месторождению бога Аполлона. Из чего же мне печь свой хлеб? Зерна-то нет, который мог бы купить каждый гражданин Афин. На агору приходили гетеры, чтобы купить продукты. В отличие от замужних женщин, они могли сами совершать покупки и общаться на рынке. Гетеры были женщинами выдающегося образования и способностей, достойными подругами величайших умов и деятелей искусства Древней Греции. Гетеры развлекали, утешали и образовывали мужчин. Социальный статус гетер был достаточно высок. Благословен богами ваш труд. Сегодня великий праздник. Красивый афинский корабль уходит в Делос. Ты видела? Нет, я не видела. А вот Аспазия была в Пирее. Сколько стоит рыба? Какой ужас! Хорошая рыба. Это же плата Гелиастру. Это ужасно. Это слишком дорого, нам нужно дешевле. Ну ладно, делать нечего, давай возьмем. Возьмите мою вот. Мою водку. Какие дорогие нынче цены, а? Как высоки они. Как же нам прожить так же? Вы, кто священной премудрости держит корнило, о боги, вы возжигаете в душах людских возвышающий пламень, дабы, покинув обители мрака, они устремились
ввысям бессмертных, очистившись таинством гимнов священных. Вслух преклоните, спасители, ваши священные книги, чистые излили мне свет, разогнавший туман непроглядный, дабы познал я вполне человека и высшего Бога. Да не погубит меня злокозненный демон сокрывший, прочь от чертогов блаженных навек за током литейским. Да не закинет обратно в ужасные волны рождений душу мою, что доли не хочет по жизни скитаться, чья-нибудь страшная кара да вновь ее жизнью не свяжет. Боги, водители мудрости светлой, молю вас, не врите мне, кто душою стремится к стезе, прилегающей свыше. Боги, явите священный словес, обряды и действа. Сократ всегда был на глазах у людей. Утром ходил в места прогулок и в гимнасии со своими учениками. Его можно было увидеть в ту пору, когда площадь бывает полна народа. Да и остальную часть дня он всегда проводил на Агоре, где предполагал встретить побольше людей. В год архонта Аристократа Сократа часто сопровождали два его ученика – Эвтидем и Критон. Скажи мне, Эвтидем, правда ли то, что ты собрал много сочинений известных мудрецов? Да, клянусь Зевсом, Сократ, и буду собирать до тех пор, пока не соберу как можно больше. Клянусь Герой, я в восторге от тебя, что ты предпочел золото и серебро сокровища мудрости. Видно, ты убежден, что золото и серебро не делают человека нисколько лучше. А мысль мудрецов обращает добродетель тому, кто не владеет. Так какое же занятие ты избрал себе, собирая эти книги? Уж не врачом ли ты хочешь стать? Ведь и по медицине много сочинений. Нет, клянусь Зевсом. Уж не архитектором ли? И для этого нужен сведущий человек. Нет, Критон. Уж не геометром ли выдающимся собрался стать вроде Феодора? Нет. Уж не рапсодом ли? Говорят, у тебя имеются все поэмы Гомера. Рапсоды, как мне известно, знают наизусть поэмы, а сами круглые дураки. В отличие от софистов, Сократ за обучение денег не брал. Он даже не считал, что кого-то учит. Его случайные беседы на улицах или лавках пользовались огромной популярностью. Богатый афинянин Калий, сын Гиппоника, за обучение своих сыновей-софистам потратил больше денег, чем кто-либо. Калий, если бы твои сыновья родились жеребятами или бычками, то нам бы следовало нанять для них воспитателя, который усовершенствовал бы их породу. Ну а теперь, раз они люди, кого думаешь взять воспитателя? Есть ли таковой? Конечно, есть. Кто же он и откуда? Эвен поэт, софист Пароса, а берет он по 5 мин Сократа. Да благословенен будет этот Эвен, раз он обладает таким искусством и так недорого берет за обучение. Ненавижу Сократа, этого нищего болтуна, который до всего доискивается. Да всего ему я сделал, только не заботится он о своей семье. Удары судьбы лишают тебя денег. И что же у тебя остается? Твое нагое тело? Уверенность в жизни дает только одна вещь. И эта вещь – ремесло, которым ты владеешь. Минандр. Я принес еды, Ксантипа. 2 дня. 2 дня я схожу с ума. Спартанцы повсюду, город полон опасностей, а ты идешь домой так, будто они тебя накормят. Подумал бы о детях, но нет, все, о чем ты думаешь, так это о том, чтобы шляться по городу и месить грязь. Я осталась одна на целых 2 дня. 2 дня вообще без еды. Ксантипа, послушай. Я знаю наизусть все, что ты хочешь мне сказать. Не только Аристофан, но и Евполит в своей речи заявил, что ненавидит тебя, нищего болтуна, который до всего доискивается, да только не заботится о том, что ему есть. Но ты не даешь мне сказать. Афины, твой город покорен. Афиняне позволяют себя убивать, а ты позволяешь этим маленьким шутам и негодяям ходить с тобой и слушать тебя. Ну послушай, Ксантипа. Ты вогнал в скуку всех своими речами. Чем высмеивать невежество других, посмотрел бы на себя. Посмотри на себя. Посмотрите же на него, на это блохастое животное. Теперь, когда Афины покорены, тебе больше нет причин ходить на собрания, и ты сможешь заработать на хлеб. Поступай как Гиппий, разговаривай с сыновьями богачей. Ксантипа, Ксантипа, но знание не продается. Знание, знание! Но хлеб – это то, что ты покупаешь. И ты думаешь, мы сможем прожить на все эти корки? Обратите внимание, когда Ксантипа заканчивает ругаться, всегда идет дождь. Умоляю тебя, будь осторожен.
Опасность повсюду, над нами ливень. Ты годами наживаешь себе врагов. Анит разбогател на кожевенном деле, полагая, что и сын обязан продолжать его дело. Анит, говорят, твой сын Димитрис, человек даровитый, не оставляй его при том рабском занятии, которое ты ему предназначил. Не тебе судить о моих делах, совратитель молодых. Прекрати прельщать его своими речами. Демониум говорит мне, за неимением хорошего руководителя, твой сын Анит упадет в низкую страсть и далеко пойдет по пути порока. Слова Сократа оправдались. Молодой человек полюбил вино, ни днем, ни ночью не переставал пить и в конце концов стал ни на что негодным ни для отечества, ни для друзей, ни для самого себя. Я ищу тебя уже полдня, а ты здесь изрекаешь прекрасные, но бесполезные речи. В чем дело, дорогая? Сам Критий требует тебя в суд. Что они хотят от тебя? Не волнуйся, это не в первый раз. Там видно будет. Тебя вызывает Архон Басилевс Критий. Как скоро? Немедля, сейчас. Где Димитрис? Опять с Сократом? Совсем недавно ты сам был почитателем Сократа. Зенобия, клянусь Зевсом, я враг его. Но ты же радовался, что сын беседовал со стариком, и не удерживал Димитриса, и не бранил его за долгие беседы с Сократом. Он отнял у меня сына. Где почтительность моего Димитриса? Отнял нищий болтун у меня наследника. Отвратил его от почтенного дела моего. Боги Олимпа, ну что же делать, если сын не слушает отца? Боги завтра решат, что делать. Мелет подал жалобу Архонту Басилевсу на Сократа, требуя справедливости. А почему не ты? Так очевидно. Рифмоплет начнет обвинение, а мы с Ликоном поддержим его, как Синегоры. Местом приема исковых заявлений Архонтом Басилевсом было у царского портика, перед которым стояла статуя Зевса, и были выставлены своды законов. Дойди сюда, Сократ. Ты обвиняешься в нарушении закона, который запрещает тебе обучение ораторскому искусству и словесному верткам. Я бы хотел, чтобы мне объяснили, что подразумевается в увертках в речах. Не значит ли это, что я учу хитро убеждать? Зачем ты задаешь этот вопрос, если тебе и без этого известен ответ? Ты ошибаешься. Я спрашиваю для тебя, чтобы познать истину для тебя и для себя. Если ты считаешь, что я, Сократ, использую греческое слово, чтобы властвовать над другими, то я согласен с этими запретами. Но я использую вопросы, чтобы мои ученики умели рассуждать. Хорошо, но я хочу сказать, что тебе запрещается разговаривать с молодежью. Хорошо, я хочу уточнить, в каком возрасте человек считается молодым? Ты знаешь, младше 30. Ну а если я хочу купить маслин, а продавец младше 30? Не подшучивай, Сократ. Иди обдумай свою защиту, а лучше найми ритора. Суд Афин носил название Галлея и состоял из 10 палат по 600 человек в каждой. Судьями выбирались присяжные гелиасты из граждан полиса в количестве до 6000 человек в возрасте не моложе 30 лет. Каждое судебное дело разбиралось при активном участии 500 гелиастов. Обвинения и защита были частной инициативой, но чаще всего речь участников суда писали профессионалы, риторы. Друг и сторонник Сократа Гермоген, сын Гиппоника, афинянин, был известен своей серьезностью и благочестивостью. Он присутствовал при смерти Сократа в темнице и сообщил ряд подробностей, которые записал Ксенофонт. Разве не следует тебе, Сократ, подумать о том, что говорить свою защиту ты будешь? К чему же? Моя жизнь – вот главный свидетель и защита. Как же это? Я во всю свою жизнь не сделал ничего несправедливого. Разве ты не знаешь афинских судов? Часто судьи выносят смертный приговор людям ни в чем не виновным, а часто, напротив, милуют тех, кто виновен, лишь потому, что они разжалуют их своими речами. Нет, клянусь Зевсом. Я дважды пробовал сочинять защиту на суде, но мне противится Бог. Участники суда избирались накануне и получали по 3 обола. Председателем суда избирался один из 6 архонтов и смофетов. Аспазия, ученик Сократа Плутарх, называл ее незаурядной женщиной. Ее красота, изысканный вкус и тонкий ум пленили выдающегося деятеля Афин Перикла, да и Сократ иногда ходил к ней со своими знакомыми и учениками. Напуганная Аспазия бросилась к Сократу.
Она не забыла, как храбро философ защищал ее и сына перед неправедным судом. Теперь друг Аспазии сам попал в беду, и она считала, что должна спасти его. Скажи, во имя богов, ты продумал свою защиту? К чему же? Моя жизнь вот главный свидетель и защитник. Ты насмешишь судей. Но не стану тебя обманывать, Сократ, ведь у тебя могущественные недруги. Но ты хотя бы знаешь, в чем тебя обвиняют? Успокойся, Аспазия, уже знаю. Послушай, Сократ, я знаю тебя слишком давно, но еще я знаю, каковы наши суды. Ведь я сама через это прошла. Вспомни, что стало с Протагором и Евпридом. Ты в смертельной ловушке, они хотят покончить с тобой. Изгнание Еврипида – совсем недавний случай, памятный всем гражданам Афин. Сократ, я кое-что разузнала о твоем деле. Похоже, твои враги всерьез решили погубить тебя. Им известны все твои слабые стороны. Они знают о Крите и Алкивиаде. Одни эти имена ведь предутрепят кого угодно. Все их обвинения, Аспазия, досужие сплетни. Вот возьми, я заказала эту речь оратору Лисию. Да, хорошая речь, Лисия, но я боюсь, она мне не к лицу. Прочти же во имя богов. На Агоре место суда обносили оградой. Внутри нее собирались судьи и подсудимые. За оградой стояла толпа. Для ведения судебного заседания был избран председатель Архонт Фисмофет Бакчас. В состав суда над Сократом было избрано 501 присяжный гелиаст. После избрания гелиастов приводили к следующей присяге. Я буду подавать голос сообразно законам и постановлениям афинского народа и Совета 500. Когда закон будет безмолвствовать, я буду голосовать, следуя своей совести, без пристрастия и без ненависти. Я буду подавать голос только по тем пунктам, которые составят предмет преследования. Я буду слушать истца и ответчика с одинаковой благосклонностью. Я клянусь в этом Зевсом, Аполлоном и Диметрой. Если я сдержу мою клятву, пусть на мою долю выпадет много благ. Если я нарушу ее, пусть я погибну со всем своим родом. Время, отведенное на судебный процесс над Сократом, весь день. Процедуру суда отмеряли по времени, отсчитываемым клипсидрами, то есть водяными часами. Ставили 2 клипсидры на 30 литров, то есть на 9 часов 30 минут, которые отсчитывались в равных долях для обвинения и защиты. По окончанию воды в клипсидрах смотритель торжественно объявлял: «Все». Я всем известный гражданин Афин Анит. Обвиняю Сократа в том, что он не признает государственных богов и поклоняется новым, что недопустимо для города Великой Афины Паллады. Сократ – уважаемый в нашем городе человек, много беседует с людьми, разговаривает. А что, если и другие люди начнут поклоняться новым богам? И может быть это стало причиной проигрыша в войне со Спартой, что наши граждане недостаточно верили в наших богов? Я Критон, гражданин Афин. Считаю все обвинения против Сократа несправедливыми. Ведь во всех обрядах и жертвоприношениях он участвовал вместе со всеми. Каждый видел это. Но все знают, что дельфийская пророчица Пифия получает вести с Олимпа. Почему же он не может что-то слышать от богов? Меня зовут Ликон. Я обвиняю Сократа в том, что он враг народа. Наша демократия стоит на том, чтобы всякий гражданин имеет доступ к власти. Всюду мы выбираем себе начальников. Даже не голосованием, а по жребию. Чтобы все были равны. Сократ говорит, что это смешно. Причем так же смешно, как кормчего выбирать на корабле по жребию, а не по знаниям и опыту. Ну это же правильно. Нельзя заниматься каким-либо делом, сначала ему не научившись. Но у кого из граждан есть досуг, чтобы приобрести в политике знания и опыт? Только у богатых и знатных. Вот они и трутся около Сократа, слушают его уроки, а потом губят государство. Когда началась война, нас чуть не погубил честолюбец Алкивиад. Все помнят, как он увел наш флот в гибельный поход на Сицилию. А когда закончилась война, нас чуть не извел жестокий Критий, глава 30 тиранов. Но ведь оба они ученики Сократа. Жутковатыми свидетелями обвинения явились призраки 3 знаменитых лиц, принесших Афинам множество бед – Алкивиад, Критий и Харикл.
Все они когда-то тоже входили в число философов. Двое бывших учеников Сократа, Критий и Алкивиад, очень много зла наделали Отечеству. Критий при олигархии превосходил всех корыстолюбием, кровожадностью. Алкивиад при демократии отличался невоздержанностью и склонностью к насилию. Граждане афиняне, я самый молодой из всех, кто сюда сходил. Дозвольте, судьи и граждане Афин, задать лишь последний вопрос обвинителю. Говори. Анит, ты утверждаешь, что Сократ враг демократии. Это значит, что сердце его тиран во главе государства любезен. Но кто же? Имя нам назови Сократова избранника. Уж не себя самого, да простят мне боги за кощунство, с охраной личной и войском несметным видел себя сопровождаемым. Нет, в жизни повседневной привычки к пышности он не имел и не мечтал о титулах высоких, но других к властолюбию напутствиями подталкивал. Я, Милет, считаю, что все разговоры Сократа не только пусты, но и опасны. Он дает вопросы, не дает на них ответы. Сколько вопросы ему не задавай, а все чувствуешь себя в тупике. Сократ насмешник, он считает себя умнее и насмехается над остальными. Мудрецы говорят, думай то-то, а он думает так-то. Вот спросишь его о чем-нибудь, а он переспросит. И видно, что нужно дальше думать. Но нельзя же все время думать и думать. Надо и дело делать. Мы выслушали речи защиты и обвинения. Теперь слово предоставляется обвиняемому Сократу. Клянусь Зевсом, афиняне, у меня не будет речи разнаряженной, украшенной, как у этих людей. Мои слова будут первые попавшиеся. Теперь я первый раз здесь, на суде. Так дозвольте мне говорить по моему обычаю. Говори, народ не против. Нам известно, в чем состоит развращение молодых. Скажи же нам, Милет, ты знаешь кого-нибудь, из которого я сделал из скромного дерзким, из экономного расточительным, из умеренно пившего пьяницей, из трудолюбивого неженкой или вовсе раба низменной страсти? Но клянусь Зевсом, я знаю того, кого ты заставил слушаться больше, чем родителей. Согласен в вопросе о воспитании. Вопрос меня это интересует. Но люди врачей слушаются больше, чем родителей. В народном собрании афиняне отдают предпочтение разумным ораторам, чем родственникам. Да и выбрав стратегии, не отдаете ли вы предпочтение пред отцами и мужами, которые смыслят в военном деле? Да потому что это полезно и следует обычаям. И клянусь собакой, о мужи афиняне, уж я-то должен говорить правду, что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе ничего не стоит. От этого на меня обрушился и Милет, и Анит, и Ликон. Милет негодует за поэтов, Анит за ремесленников, а Ликон за риторов. Начинаем голосование. По делу Сократа в голосовании участвует 501 гелиас, приведенных к присяге. Для голосования о смертной казни на Агоре использовался терракотовый ящик. Голосовали бронзовыми дисками. Полые внутри выступа признание виновности обвиняемого. Сплошной выступ оправдания. На основании голосования 281 голос. Сократ виновен. 220 невиновен. На основании голосования суд вынес обвинительный приговор. Теперь присяжные должны выбрать меру наказания Сократу. Милет, какую меру наказания предлагаешь ты? Призываю свидетелей богов Олимпа, Сократ виновен. Я и мои синегоры, Анит и Ликон считаем мерой наказания только смерть. Милет требовал смертной казни. Сократ мог предложить самому себе другую кару, например, изгнание или даже денежную пеню. Но выбор остался за гелиастами, присяжными. Я и не думал, о мужи, что буду осужден столь малым числом голосов. Я думал, что буду осужден большим числом голосов. Перепади пару камешек с одной стороны на другую, я был бы оправдан. А где родные твои, Сократ? Есть ли у тебя сыновья, Сократ?
Есть и у меня любезнейшие кое-какие родные. Как говорится у Гомера, я не от дуба родился, или не от скалы какой-нибудь, а от людей. Есть у меня и сыновья, целых 3. 1 взрослый, а 2 совсем младенцы. Почему не на судьяне? Приведи же их. Я не приведу их сюда, не буду просить у вас о помиловании. Почему же нет? Так принято. Народ ждет твоего покаяния и ручательства родных. Где скорбь твоих близких? Народ должен видеть их слезы. Не по презрению к вам, милейшие, и не то, что я бы не хотел вас уважить, но я не считаю это ни хорошим, ни правильным, ни согласным с волей богов. Так теперь же проделывать это, когда вот он, Милет, обвиняет меня в нечестии. Теперь не я, а решением граждан Афин. Виновен. И обвинением этот муж предлагает смертную казнь. Хорошо. Так какое же мне избрать себе наказание? Не ясно ли, что справедливое? Как сам считаешь? Предлагай. Так какое же? По заслугам тебе. Хорошо. Так какое же наказание заслуживаю я? Не ясно ли то, что заслуженное? Человек я бедный, у меня, боюсь, и 5 мин не наберется, чтобы заплатить за штраф. А если подумать, то наказанием я избираю себе даровый обед в Притании. Нет. В Британии здание, в котором проводилось заседание Государственного совета Афин. По древним законам в Британии за счет государства получало питание не только члены совета, британы, но и заслуженные граждане, например, победители в Олимпийских играх, а также почетные иностранные гости. Как ты можешь сравнивать себя и наших героев, олимпийцев? Тоже нашелся мне олимпиец. Может, его еще и в совет выбрать? Последствием печально-иронической предыдущей речи Сократа стало то, что на повторном голосовании за смертную казнь проголосовало 360 присяжных, из 501 абсолютное большинство. Общим решением гелиастов предлагаем избрать Сократу смертную казнь. Граждане, я старый человек, и смерти мне бояться не пристало. Что приносит смерть, я не знаю. Возможно, она избавит меня от тяжкой дряхлости. И это хорошо. Возможно, за гробом я встречусь с великими мужами древности. И это еще лучше. Так давайте разойдемся. Я, чтобы умереть, вы, чтобы жить. А что из этого лучше, я не знаю. Все! Кто скажет нам, не смерть ли жизнь земная, и смерти час, не жизнь ли начало? Еврипид, Полит, утраченная трагедия. Приговоренного передавали под надзор коллегии 11, тоже избиравшейся по жребию. Коллегия ведовала тюрьмой и узниками, и для философа настала пора ожидания смерти, длившаяся целый месяц, до возвращения праздничного корабля с Делоса. Ровно через месяц вернулась с Делоса Фиория. Смертный приговор был приведен в исполнение. Сократ умер. Но остались его вопросы, его диалоги, его ученики и последователи, а главное – загадка осуждения и смерти. Вернее, не смерти, но жизни в легендах, преданиях, литературе и истории.
Ite pitilesco pontance parnasian, philochoron di corifon clitin, non catart getedemon, pierides nifobolus petras, ne es heliconidas. Melpetece pition chryseogetan hecaton, evlira fibon, onecticte lato macera, paralimne clite, gersiglascas eleas cigus, otson en agonies erisalí.